В этом году охотники Коми заработали 3,5 миллиона рублей за отстрел волков. На охотничьих угодьях республики добыто 218 особей. В лидерах Усть-Целимский, Карткировский, Усть-Вымский и Усть-Куломский районы. Активный сезон выходов хищников к людям еще не стартовал, но все же единичные сигналы о серых хулиганах уже поступают. Виктория Палкина продолжит. Жители этого Усть-Куломского села могут с легкостью сказать: Кирчомья – территория, свободная от волков. Местные уверены, причина в профессиональных волчатниках, которые живут в округе. Хищники якобы это чувствуют и под пули не лезут. У нас есть охотники. Моментально пристрелят. Да, потому что за это сейчас в городе и премию дают, и еще что-то, поэтому нет такой проблемы у нас. В местной администрации другое объяснение того, почему волки обходят стороной этот населенный пункт. Здесь навели порядок в мусорном вопросе, установили контейнеры, стало меньше несанкционированных свалок. Уже не выносят куда-то во враги, к озерам. К этому уже волки не идут. Они тоже питаются. Видимо, не хватает в лесу еды, поэтому приходят в село, населенные пункты. А сейчас они мимо, в сторону Усть-Кулома почему-то направлены. В прошлом году очень много в Носиме, в Усть-Куломе было случаев, что выходили именно волки к людям. Усть-Кулом в конце прошлого и начале этого года пестрил сообщениями о выходе волков. Понимая всю сложность ситуации, районные власти ввели материальное стимулирование для местных охотников. Дополнительно к выплате в 20 тысяч рублей от республики из районного бюджета доплачивали еще 10. Интерес вырос, и в муниципалитете добыли 11 серых хищников. Мы работаем пока по обычной схеме. Сегодня, если охотник смог добыть волка в период, когда это возможно, когда это допустимо, он будет обращаться за республиканской выплатой. Если мы будем понимать, что ситуация выходит из-под контроля, что нам необходимо где-то локально увеличивать и объем поддержки, и количество отловленных волков, мы это будем делать. И механизм, который в прошлом году применяли по доплате районной, мы будем продолжать. Пока речи об этом нет. Смотрим, оцениваем. Скоро зима, будет все видно. Засушливое лето, низкий уровень воды в реках. Уже сегодня эксперты прогнозируют частые встречи с волками в этом году. При этом в региональном Минприроды напоминают, что общественная безопасность – ответственность районных властей, а сохранность домашних и сельхозживотных уже ложится на плечи собственников. Сам непосредственно выход дикого животного на территорию населенного пункта – это природное явление, которым человек в настоящее время не научился управлять. Но населением у нас, отдельными представителями населения, выход дикого животного воспринимается как управляемый процесс, который можно прекратить, приняв соответствующие меры. Но не стоит забывать, что дикое животное – это компонент окружающей природной среды, его поведение непрогнозируемо, он живет в естественной среде. За последние 3 года численность волка в регионе сократилась на треть. Если в 2021 насчитывали больше 1000 особей, то сегодня, по данным мониторинга охотничьих ресурсов, в лесах Коми 744 особи. Но на смену одному хищнику всегда придет другой. Контролировать численность волка помогает в том числе и материальное стимулирование охотников. Его продлят еще на год. Правда, сумма останется неизменной – 20 тысяч рублей. Виктория Палкина, Иван Богомолов, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.